клещу от чарек лешуса. Угощи вылярсо. Выль шутбур, выль мапаньос, выль шумпутон. А вечер сегодня действительно волшебный. И можно по-настоящему и по-доброму в преддверии Нового года провести с вами сегодня этот вечер. Ну ж, мы в ном темме клешуса. Туннемит туштышомы. Мон Светлана. А я Арина. Ну, мон нам ваш питание залым еще с одегезно. Моным верамелы кумиту сгоды. Шуике вылярсо одегез чеберес праздник. Не вылын. Малкеш оно, та уегине. Туштруски живёст что. Та уегине, вань чечмал паньёслы кто. Та уегине, вань мы с оске выжигылы. Новый год – самый лучший и добрый праздник, ведь он возвращает всех в сказку, обещает исполнение желаний и дарит чудо. Выляр, пиштеки филиен, жингыр важёни бокальёс, котькин оскедыр тауе, будес музы, вань малпаньёс. В Новый год за окном тихо падает снег, пусть за вашим столом будет радость и смех. Пусть блестящий успех ждет вас в деле любом и войдет без помех счастье, светлый ваш дом. Сколько лет прошло, но вместе снова мы. Свечи, елки и волшебные огни. Снова в гости ждем мы чудо из чудес. Пой об этом вместе с нами или без. И снова Новый год, и снова здрасте. И знаю точно я, нам будет счастье. И ты мне в огромном мире. Давайте все споем, давайте все споем. И снова Новый год, и снова здрасте. И знаю точно я, нам будет счастье. И ты мне в огромном мире. Давайте все споем, давайте все споем. Дед Мороз подарки дарит ворожей. Мандарины, танцы, сказки не похожи. И шампанское льется над рекой. И снова Новый год, и снова здрасте. И знаю точно я, нам будет счастье. И ты мне в огромном мире. Давайте все споем, давайте все споем. И снова Новый год, и снова здрасте. И знаю точно я, нам будет счастье. И ты мне в огромном мире. Давайте все споем, давайте все споем. Новый год, и снова здрасте. И знаю точно я, нам будет счастье. И ты мне в огромном мире. Давайте все споем, давайте все споем. И снова Новый год, и снова здрасте. И знаю точно я, нам будет счастье. И ты в огромном мире. Давайте все споем, давайте все споем. Новый год от счастья, любви и дружбы нам всем. Спасибо. Шузыр кырджа, вань будущий нырьёс. Чеберджик был мы чебера. Чебер. Ваньмыз, веракать выляр мадек те шуса. Но дечкылтек, но выжил опусканул гулы. Слово
предоставляется вице-президенту Удмуртского землячества Любовь Викторовне Абартумян. Почетному президенту региональной общественной организации содействия сохранению и развитию удмуртской культуры ГЕР, член управления Удмуртского землячества Глафире Николаевне Никольской. Член управления Удмуртского землячества Владимиру Степановичу Лебедеву. Глафира Николаевна, Владимир Степанович. Так, дорогие земляки, все устроились, у всех все нормально. Здесь буреш, гажаноеш йос, куноос. Добрый день, дорогие друзья, гости! Вот и прошел очередной год нашей совместной с вами работы. Он прошел буквально быстро. Кажется, что недавно отмечали Новый год, встречали, провожали старый, отмечали Новый год. Уже опять снова этот праздник. Это здорово. Прежде всего, я хотела бы сказать о том, что за 2019 год мы с вами очень много провели различных совместных мероприятий. И это нас, на мой взгляд, очень сильно сплотило. Это то время, когда мы больше еще узнали друг друга, когда мы больше подружились друг с другом. И в этом году мы действительно и в Москве тоже очень много показали своей культуры, частицу нашей удмуртской земли, наши традиции, обычаи. Поэтому я думаю, что несмотря на определенные моменты, на которых мы будем акцентировать внимание в будущем году и будем еще активнее работать, я думаю, что 2019 год можно оценить, что это год нашей сплоченности, дружбы и активизации. Мы не должны, самое главное, не только забывать друг друга с теми, с кем мы встречаемся, но время течет, время изменяется, и кто-то стареет, кто-то наоборот молодеет. Поэтому мы не должны забывать тех людей, которые уходят от нас. Мы всегда о них помним. И сегодня тоже вот мы пригласили дочь Калаева Михаила Матвеевича и Голубева Владимира Степановича и родственников других тоже тех наших земляков, которые всегда были рядом с нами, но сейчас, к сожалению, их с нами уже нет. Поэтому мы эту традицию тоже должны всегда поддерживать, мы эту традицию всегда должны соблюдать. Ну а сейчас, я думаю, что пока ашмиоз, удмуртьоз, дючьоз, вешваймыз, кин потис удмурт, ашмен удмуртиш, удмурт музьемыш, ашмен удмурт музьемыш, я думаю, что Новый год не настанет. Поэтому у нас уже это традиционно. Провожаем Новый год, говорим спасибо за все хорошее, плохое пусть остается все в этом году, на будущий год только будет все самое хорошее. Всем здоровья, счастья, долголетия, пусть в каждой семье будет всегда тепло, уют, радость, счастье, благополучие. Вилярен, ваньзе умойзе, тазалык, шудбур. И сейчас я предоставляю слово Лебедеву Владимиру Степановичу. Но я даже не буду его представлять, вы все его знаете. Спасибо. Читкемес, Вишьет,
Грanoş yaz, yurttaş yaz, bülek yaz, marşa veranı kule. Здесь Борис, теперь Кришнамурт йод, теперь Мил йод. И здравствуйте, и все здесь присутствующие. Я хочу немножечко вернуться к прошлому году, потому что это все-таки боль не уходящая. В прошлом году мы проводили это мероприятие, или мы участвовали, проводили руководители наши, а мы участники были. И в этот же день были похороны Михаила Матвеевича Калаева. Да, потрясающий, самый наш потрясающий друг, участник, активный участник всех наших мероприятий, веселых, большей частью деловых, с участием Удмурт-Кенеша, представителей руководства Удмурт-Кенеша. И везде он с нами. Я просматривал нашу кинохронику, фотокинохронику. Везде, я даже не помню, с какого года, я нашел фотографию 94-го года и смотрю, Николаев уже там, с неизменной гармошкой. Нам не удалось тогда проводить его достойно, но группа наших членов нашего сообщества приняла участие в проводах его. Да? Мы были, конечно, очень омрачены этим, но всех остальных мы как бы не ставили в этом в известность. Почему мы сегодня, вот и по согласованию с Любовью Викторовной, я и выступаю, потому что на днях его родственники, его замечательные родственники, его замечательная семья проводила годины. На эти годины мы были очень тронуты, что были приглашены члены нашего сообщества землячества. У нас было около 10 человек. Приехали его родственники с Солнарского района, приехали его родственники в Тверской области. Это было, ну, мы с грустью, с печалью, конечно, с большой теплотой. Много говорили, этот день он практически посвящен был вот Михаилу Матвеевичу. Мы практически прошли и на место его последнего покаяния. И мы были просто поражены, потрясены вот необычайно заботливой его семьей. И вот я бы хотел просто напомнить об этом. Мы сегодня будем, конечно, праздновать, но чтобы кто-то тут вспоминал. Особенно здесь, я смотрю, присутствующие почти все его знают. И что-то еще я хотел сказать, но, наверное, будет еще время сказать. Может быть, еще дадут микрофон, не буду затягивать это. Я просто порадуюсь, что с нами Светлана Михайловна, которую я почти уверен, что мы вам встретились. Нашими гостями весь. Gajano, eșiosi, gajano cunos. Файндасты алитилет дичечки лазы, мон сосничош, ожик сок ёсты тилет дверасал. Тоже шусал дичечки лачку тиледы. Но давайте, поскольку у нас есть и русский, я хочу перейти на русский язык. Поздравляю всех с этим очень знаменательным, хорошим годом, я бы сказала. Дело в том, что 2000 год, я тоже считала, что такая красивая цифра. Я тот год в свое время встречала в Альпах. Это было замечательно. А 2020, 20 и 20, такая замечательная цифра. Я хочу всех вас поздравить вот с этой цифрой и пожелать, чтобы все было удачно, все было хорошо вот в этом новом, красивом в этом году. Всем, чтобы, ну то, что уже сказали, здоровье, успехи, творческие, всякие, в семье, чтобы все было хорошо. Я хочу вот воспользоваться этой возможностью и сказать вам
вот от себя лично некоторые мысли свои выразить, потому что в другом месте, может быть, это не удастся. Я лично сама очень всем вам благодарна. Большое вам всем спасибо. За что? За то, что так ко мне все-таки внимательно, хорошо все относятся. У меня такое чувство, что меня земляки меня любят. И, да. Так хорошо юбилей отметили, так мне на душе легко, тепло, хорошо было. Вот я сегодня за все это хочу вас отблагодарить. Большое вам спасибо. Почему? Дело в том, что, вы знаете, для нас, вот живя я в Москве уже больше, чем в Удмуртии живу, но тем не менее душа моя постоянно натянется туда, и я думаю, что у всех так бывает. Там, где мы первые шаги сделали, это наша малая земля, моя маленькая деревушка, где больше 25 домов никогда не было, деревня Шляпина в Шарканском районе. Когда мне тяжело, я всегда вспоминаю ту травку, ту улицу, те дорожки, ту большую липу, которая у меня во дворе росла. То есть это греет душу, и так приятно и хорошо бывает. Хочу пожелать, чтобы все мы любили нашу родину, нашу малую вот землю, там, где мы родились, где мы пробежали, первые азы, букварь изучили, где мы читать начали. Вот за это большое вам и спасибо, и пожелание, чтобы вы это помнили и вот эти связи держали. Вот знаете, все то, что напоминает свою родную землю, всегда это настолько приятно и так сердце греет. Я хочу один маленький эпизод из своей жизни вам рассказать, что для меня было совершенно неожиданно и так меня обрадовало когда-то. Однажды я на Киевском вокзале и жду поезд, ко мне гости должны приехать. И ходит женщина взад-вперед, поезд опаздывает. 5 минут прошло, 10 минут прошло, 15. Вдруг эта женщина ко мне подходит и говорит: а что такое, долго поезда-то нету? Я посмотрела на нее, говорю: ой, Джечбур, Бализино район или Глазов район? Она так удивилась и говорит: а ты что, Мишко? Пирожки медьякой. И мы начали с ней, кто, откуда, что и как. И вы знаете, забыли про поезд, начали вспоминать Удмуртию. Все это, и настолько это тепло, и вот в такой ситуации, когда ты переживаешь, поезда нет, гостя нет, и вдруг вот такое, и родная земля, которая тебя обрадовала, и которая успокоила, это настолько приятно было. Так что я вам желаю, чтобы больше таких приятных минут у вас было в жизни, они связанные с родной землей. Желаю вам самого-самого всем доброго и здоровья, и благополучия, и успехов, чтобы никаких совершенно ни переживаний, ни темных каких-то ненастных дней в вашей жизни не было. Самого-самого хорошего. Спасибо вам. Пока академик и профессор, и доктор наук не ушла с этого места, я задам всем загадку. Я получил недавно сообщение такое, да, в нем есть такая фраза, которую я прошу всех знатоков удмуртского языка перевести. Но Фера Николаевна мне сейчас невразумительно перевела. Инмар бакель мет пилетный хорос. Вот потому это загадка вам пока. Повторите, Повторите погромче. Повторите еще. Инмар бакель мет пилетный хорос. Татьяна Прокофьева уже. Пусть Бог благословит. Давайте за сказанное Ну что? наступающим. У всех налиты. Вы уже подготовились, нет? У всех налито все? Да. Так, встаем, поднимаем все бокалы. С наступающим Новым годом! Ура! Ура, ура! Арин, смотри, как уже оживились в зале, да? Правда? Уже весело стало. Земзено, суче пальбудищем нурьёз, букал ёз, жингыркаруао. И мы нам суче, Лафира Николаевна анквёс избере, юаме бодынегунскис. Ваню твуртями дадатын. Мон верало ёросёстыно гарьёстыно шпи кешке. Мио кишуса. Бализино, здесь?
Есть. А в нашей Можга? Есть. Киясова? Города Воткинск, Ижевск, Лазов, Сарапул. Ну, можно башко ваньмыз. Пыртем Сергеосич Лукашки мынтачи и сыче удмурт зынтачи пырыны куцкиз. Аш мылен пусос мы палькишкизы качеспи омырен. Да, действительно, почти все районы, все города нашей большой республики собрались сегодня здесь, за этим столом. И мы с вами искренне и честно можем признаться нашей республике, нашей родной родине, что мы ее любим. Пожалуйста, к нам присоединяются дети. Ирина Михайловна. Еще будем говорить. Спасибо. Ну а давайте мы представим луга, поля, запах трав наших близких и родных. За тихой рекою, в березовой роще раскинулись в степи леса и поля. И я загадаю желание попроще и перекрестившись, взгляну на тебя. Окрасится небо багряной зарею, вечное солнце над миром зайдет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет, и что-то большое откроется сердцу, такое, что жизнью моей не объять, и станет спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать, и станет спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать. Молитва святая слезами прольется, Христовой любовью исполнится грусть, и в это мгновение душа прикоснется к великой Спасибо, Ирина. Действительно, как будто окунулись в наш родной край, как будто искупались в Каме, как будто побежали по нашим лугам. Спасибо. А вы многое знаете вообще про наш край, про нашу Удмуртию? Раскроем наш секрет родного края. Давайте проведем викторину. Надо отвечать громко и дружно. Я думаю, что все знаете ответы на наши вопросы. Первый вопрос.
Этот цветок имеет несколько названий. Я даже варианта ответов не сказала. Да. Купанча и Талмас, Лазаревка, Инвожо. И Талмас — правильный ответ. Ну а назовите скорее самую крупную пресноводную рыбу, которая водится в водоемах Удмуртии. Щука. Еще варианты: щука, сом, краб, дальше. Еще. Окунь. Все варианты правильные, но самый правильный вариант — это сом. Рыбаки. Есть рыбаки здесь? Все рыбаки. Для каждого своя рыба большая. Да. Следующий вопрос. Из чего, по удмуртской легенде, была сделана священная книга удмуртов? Лыка, ткань, береста, кожа животного. Кожа животного. Громко говорим. Кожа. Да. Священную книгу можно писать на все, но на самом деле у удмуртов была береста. Спасибо. Ну а, дорогие наши земляки, а чем принято в домах удмуртов встречать гостей? Перепечами, даванями, молоком с медом, хлебом, медом, маслом. Правильный вариант: хлебом, медом и маслом. Обратите внимание, сидит представитель деревни Карамас-Пельгак Ясовского района. Она знает все. Участница ансамбля «Инважо». Дальше. Удмуртского крестьянина считали зажиточным по количеству домашних животных, пахотной земли, строений, детей. Правильный ответ какой? Правильный ответ — пахотной земли. Но наша Удмуртия славится не только нашими травами, нашими голубыми ручейками, всякими водоемами, но еще она славится великим Чайковским, город Воткинск. И, в принципе, вопрос. Назовите любимые цветы семьи Павла Ивановича Чайковского. Петра Ильича Чайковского. Варианты? Какие варианты? Розы, ландыши и талмас, нарцисс. Подумайте, пожалуйста. Розы, ландыши и талмас, нарцисс. Ландыши, да. У нас тут очень много вопросов, но я думаю, что последний вопрос недостаточно, потому что я так уже понимаю, что все знают об Удмуртии, почти все. Последний вопрос звучит так. В каком районе Удмуртии начинается река Кама? Я не успеваю прочитать вариантов ответа. Уже кричат правильный ответ, правильно. Улига, правильно, Кесский район дает начало нашей величественной Каме. Молодцы. По-удмуртски джечок йос. Земзыну такчи вайдыкали, ашмеша эрмылэш омырзе, сычаческу дзын, татым лосячканы куцкиз. Как будто бы лёмбу тачи, чашка ашкиз. Да, действительно, как будто бы воздух в зале наполнился запахом цветов, лугов, нежным ароматом и талмаса, и черемухи, запахи табаней и перепечи. Ах, перепечь, табань, кокрок, корамку писта. Воронка. Кычаноческий чурьон ю сашмывем калкёсну пыралочеве. Монма башко, тодишко, татын ты полынно, пырачки щиос вальшуса, али орчито мы, верьян, думьян. Ты спрашиваешь, у кого вкуснее получилось блюдо? Я думаю, что все постарались. Но очень интересно, что поставит жюри, какую самую оценку. И скажет: кылдени лот. Или пальчики оближешь. Приглашаем наших кулинаров со своими блюдами и жюри со своими ложками. Так, пожалуйста, подходите к столу для дегустации. И жюри. Жюри у нас Иван Лебедев, это ценитель удмуртских блюд.
Татьяна Прокопьева и Ольга Волкова. Пожалуйста, проходите и дегустируйте. И нужно будет дать самую высокую оценку самому вкусному блюду. Так, кто автор первого блюда? Алена Ивановна Викторева. Представляю я. Так, кто представляет? Это блюдо ее? Да. Так, как вас зовут? Алексей. Алексей. Да, первое блюдо, друзья, представляет Алексей. Значит, сейчас мы пройдем вдоль столов, но пробовать вы не будете, будет комиссия пробовать. Вот. Вы просто оцените. Значит, я предлагаю по двум параметрам: внешний вид и вкус. Ну, может быть, третий еще изюминка. Значит, я передаю слово Алексею. Значит, мы проходим вдоль столов, вы смотрите первое блюдо, потом второе, третье. Затем мы за каждое будем голосовать. Один человек голосует один раз за одно блюдо. Итак, поехали. Картошка, рыжики, укропчик. Все это в кучке. Оформлено. Если пробовать комиссию. Второй круг, вот. Попробовать его. Это первое блюдо. Друзья, оценивайте первое блюдо. Как называется? Говори. Микрофон давай. Так, друзья, первое блюдо все посмотрели, да, сформировали мнение. Каждый выбрал для себя. Теперь второе блюдо. Кто у нас автор? Гуляй еще. Вы? Значит, автор Галина. Блюдо гуляй смотрит. Она рассказывает, что... Табань. Вы возьмите микрофон и скажите, значит, что за блюдо, из чего сделано? Блюдо табань. Тодочко, дивіть маса. Табань, сугонен, урекузен, кажу, сьогодні мачки були я з угвалочками. Ну, тодочко, що сочесно? Блюдо табань. Снимай с этой стороны. Да. Холодный очень. Кто там? Какой жюри? Жюри вот сидит. Тебе тоже? Так, замешаем табань. Так, третье блюдо у нас какое? Да, третье блюдо. Третье блюдо называется шук-кисель. Его представляет Геннадий. Кто делал? Сделала жена. Значит, надо рассказывать, проходи медленно. Шук-кисель — это традиционный, в Удмуртии тоже делают, ну, на каждом столе есть вот такой тарелки, сами пробуйте, каждой тарелке есть, на каждом столе есть. Это у нас из бабушек, из прабабушек, все, самые витамины. В составе ржаная мука, вода и Кто делал? основа калина. И варится в течение дня на медленном огне. Все пробуйте. Геннадий самый хитрый. Это блюдо есть на каждом столе. Пожалуйста, можете взять его и ложечку попробовать. Оно очень полезное. Там есть калина. Так, у вас есть это блюдо? Гена, здесь нет, иди сюда. Не должно быть. Не знаю. Вон оно. Если больше кисель, Иди сюда. Так, вот здесь нет, дай попробовать. Пробуйте шук-кисель. Там будем голосовать. Это третий блюдо.
Так, у вас есть она? Есть у всех есть. Так, есть, пробуйте. Так, за вашим столом есть еще кисель? Где ваше блюдо? Так, за вашим столом. Покажи, где блюдо у тебя. Пожалуйста. Вот оно, где А еще сделано. Альбина. Калина. Вот и витамины для девочек. Лягушечка, все там. Печенье варится на миллион. Тут еще один номинант неожиданно появился. Думаю, что он для мужчин самый интересный. Называется «Почетем», «Кумышка» и так далее. Секунду. Я даю слово автору. Говори. Почетем — это согретая кумышка уже, а это Мы ее согреем в сердце. с первача на цветках, я спрятала на цветках черемухи, Давай снимем. На цветках черемухи. лямпушечка вина, кумышка. Лен пушечка и вина кумышка. Значит, пробовать мы будем давать только комиссии. Миша, не улыбайся, у тебя есть. Подойдете за ложечкой. Красной ложечкой, только раз у нас тут были и табани, и перепечи, и пельмени, если будут. Вот в Шарканском районе, у нас одна учительница из Шарканского района была, муж всегда говорил, даже худой барин перед пельменями пропускал. Так что... Вот, женщины, слушайте, на мужей не ругайтесь. Да. Умные слова говорит. Вот мы сейчас будем делать худой барин, или перед пельменями худой барин будем. Сейчас попробуем, а там уж перед пельменями хоть худой, хоть... Давайте мы сделаем так. Мужчины, кто хочет ложечку попробовать этого эликсирчика, поднимайте руки. Так, первый стол идем сюда. Всем по ложечке останется. Конечно. Грибочка не ходила просто. Причащается Гарифулин. Так, Михаил, давай. Нет. Мы заедаем, за ним киваем только. Так, все, пока ты там ее угощаешь, мы пошли дальше. Так, дорогие друзья, прошу минуточку внимания. Значит, я задаю 4 вопроса. Значит, за первое блюдо, за второе, за третье и за четвертое. Значит, кто мне помогает, девочки? Так, значит, поднимайте руку, мы считаем. За первое блюдо, за грибы проголосовало? Нет, нельзя, 2 раза нельзя. Только 1 раз. Проголосовал 1 человек. Так, второе блюдо у нас было табани. Все попробовали. Кто за табани, поднимаем руки. Считайте. Считаем. Табани, походу, сейчас пойдут вперед у нас. 1 раз только голосуешь, потому что голос ты отдаешь. Табани 18. Третье блюдо. Лекарственная кашка. Что кисай? Поднимаем руки. Считай. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 голосов. И последнее блюдо, оно еще там дегустируется. Кумышка, да? Кто за? Поднимайте руки. Мужчины, держите, сейчас посчитаем, до вас дойдут. Мы вас посчитаем. Ты проголосовал? Вообще молчи вообще. Ты проголосовал? Дойдут. Сколько? 5 плюс 3, 8. Все, дорогие друзья, комиссия зачитывает результаты. Значит, по голосованию на первом месте блюдо под названием табани. Автор сюда. Я думаю, что все рецепт сегодня у нее возьмете. Мы вас награждаем шампанским. Значит, перенимайте опыт. Второе место занимает Шукисай. Шукисай. Автора сюда. Нам лучше автора, не того, кто представлял, а тот, кто делал. Друзья, поздравим настоящего автора. 4 дня варила кисель.
Галину Удмуртскую туда. Награждается деликатесными изделиями из Удмуртии, который занял первое место на международном конкурсе. Автору. Так, третье место занимает картошка с грибами. Автора сюда. Второе место награждается деликатесным блюдом из Удмуртии. Пожалуйста, поздравляю. И третье место подходит. Четвертое. Подходите к статусу, но я думаю, мужчина это первое. Волшебная кумышка, настоянная на удмуртской черемухе. Я так вижу, девчонки увлеклись. Мы поздравляем. Римочка, идите сюда, вас поздравляют уже. Мы вам дарим это деликатес удмуртский, чтобы всегда было хорошо. И каплю оставьте для жюри. Вот этим дайте. Дорогие друзья, спасибо. Я думаю, что удмуртская кухня самая вкусная, потому что это кухня с родины. Она сделана из наших продуктов, она сделана с душой наших женщин, матерей. Мы все ее любим, обожаем. И когда я приезжаю в Кизнер, первым делом в русской печке, мы там печем пироги и всякие готовим вкусности. Поэтому спасибо за конкурс. Думаю, на будущий год участников будет больше. Спасибо. Спасибо большое членам жюри, которые даже не успели, по-моему, продегустировать ничего. Но они по запаху поняли, и они доверились вам, кто попробовал. Спасибо за участие, и спасибо всем, кто участвовал. Дорогие друзья, можно пошквалить Аняш будем, как мы прямо шудейни, ческать не устоверяем споте, ческать не устаем споте. Ну, шулдырки джимы. Конечно, вечер у нас складывается замечательно, но мне кажется, кого-то не хватает. Как вы думаете, кого? Громче, громче, кого не хватает на нашем празднике? Деда Мороза, Толбабая и Снегурочки, конечно. Правильно. А какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки, без их прибауток и шуток? Наши маленькие гости, а также их родители, слушайте внимательно. Снегурочка будет задавать вопросы, а вы будете говорить «да» или «нет». Встречаем вот наша наша красавица, Снегурочка! Снегурочка! Здравствуйте, Снегурочка! Здравствуйте, дорогие мои гости! Ох, как я бежала! Деда Мороза оставила позади себя, но он обещал, что он меня догонит, а пока я позадаю вам вопросы. Вы готовы? Да! Итак, первый вопрос. Дед Мороз, мужик отличный? Да! Выпьет он ведро столичной? Да! Любит шутки, анекдоты? Да! А рабочие субботы? Да! Дед Мороз поет частушки? Да! А у деда есть подружка? Да! Он мешок упер со склада? Да! Так кого позвать нам надо? Дед Мороз! Мороз! Дед Разыграйтесь, летели, гнитесь ниже сосны ели. Все, что есть в моем лесу, все насыплю, занесу. Здравствуйте. Здравствуйте. Не слышу. Есть Буреч. Да вот и я. С наступающим Новым годом вас, друзья. Я сегодня весел тоже. И со всеми я дружу. Никого не заморожу, отойди, негодяй. Испортил девушку жизнь. Никого не застужу. Всех девчат и всех ребят я сегодня видеть рад. Всех на праздник пригласил, да или нет? Так, никого не позабыл? Ой, молодцы какие, ай, не молодцы. А теперь кто мне? От меня! Ко мне! Доброе! Опа!
Хоровод мы провели? Провели. Так да или нет? Да! Не слышу, да или нет? Да! А сейчас, как меня зовут по-удмуртски? Так, а теперь вы все вместе назовите, как вас зовут, я всех запомнил. Пожалуйста. Раз, два, три. Маруся? Где Маруся? Не вижу Марусю. Ой, не вижу. Ну еще раз, как вас зовут? Чего? О, здравствуй, моя душа! Иди сюда скорее. Иди сюда, иди. Что, ботиночки где купила, матушка? Где? Ой, ну подожди, я хочу посмотреть немножко. Так, так. Хоровод-то провели? А что мы должны сделать дальше? Егорочка, что мы должны сделать дальше? Елку зажечь. Елку мы зажечь должны. Ой, а давайте все вместе скажем. Раз, два, три. Елка зажечь. Маруся, Маруся, иди сюда. Иди сюда, иди включай там на коленочки, вставай и включай там. Подожди, только я после третьего раза. Не закусывает. Так. Гори огнями яркими, зеленая красавица. Все говорят, раз, два, три, елочка гори. Да стойте, дайте я хоть скажу, Алло, детский сад, ну что? Еще раз, да, еще раз. Гори огнями яркими, зеленая красавица. Раз, два, три! Так, что-то мало. Мало выпили, мало. Так. Мальчик. Как только его сразу. Так, гори огнями яркими, зеленая красавица. Раз, два, три! О! И пошла наша знаменитая в лесу родилась Баба-Яга. Ты что, помнишь, что сейчас? Спички отсырели, повтори. Ой. Ну давайте. Гори. Дайте я скажу хоть слово. Гори огнями яркими. А ты по-удмуртски говори. Зеленый красавец. По-удмуртскому кинь. Как давай. 3-4. Дик, Кричим еще громче. Один кик куин, я даже помню. После третий как не закусывает матушка. Ну что там, один кик. Еще раз, один. Еще раз. Во! Так сидим откуда, так сидим. Так, в лесу родилась елочка. Подожди, дедушка. Подожди, какая музыка, какая в лесу родилась елочка? Ты совсем забыл? Такой старый стал. Что случилось, душа моя? Представляешь, дедушка, у нас тут персонажи пришли из лесу. О, я уже вижу одного персонажа. И второй. Идите сюда, персонажи, идите сюда. Иди сюда. Местное варье. И белочка с нами. Ой, и пела песенку. Так, ну туда идите, к елочке. Так. Все будем Да. кружить хоровод, Да. исполнять песню, а наши сказочные герои будут нам показывать, что происходит в нашей песенке. Готовы? Ваня, иди сюда. Алло, Бармалей, иди сюда. Вот сюда. Поехали. Все взяли, взяли.
давайте благодарить наших сказочных героев. Давайте дружненько аплодируем. И мы вручаем им вот такие вот подарки на машину от Сергея Михайловича. На Волгу поставлю, а это другой Запорожец. Вот это шикарный подарок! Поздравляем! Ну хорошо, у меня тоже есть для вас подарок. У меня для вас тоже есть подарок. Кто знает песню «Катюша»? Я думаю, знаю, дедушка. Да, все знают? Поем все вместе. Яблони и груша, туманный ой, выходила на берег Катюша, на высокий берег Катюша. Выходила на берег Катюша, на высокий. Итак, дорогие друзья, а загадки вы все любите? Тогда или нет? О, сейчас узнаю. Так. Если снегом все одето, на дворе, конечно... Кто сказал лето? Сюда иди. Сюда, лето, иди сюда тоже. Иди сюда. Иди, моя хорошая. Лето, лето, лето. Так, дальше. Он шалун большой и комик. У него на крыше что? Домик. Домик. Хвостунишка и незнайка, а зовут его... Зайчишка. Ой, иди сюда скорее. Как же его зовут? Кто? Иди сюда скорее. Иди сюда, душа моя. Но зовут его как? Сюда идите, незнайки, сюда идите. А зовут его правильно как? Слышу, Карлсон, правильно. Ну, третья загадка, самая сложная. Бедных кукол бьет и мучит. Ищет он волшебный что? Ключик. У него ужасный вид. Это доктор... Это кто у нас был? Это доктор... Жил в бутылке сотни лет. Наконец увидел свет. Бородой он опрос, это добрый... Молодец. Так, дорогие друзья, прекрасны были загадки. Так,
что должны сделать вот эти фантики наши, двоечники? Наши двоечники. Так, Елизавета, что они должны сделать? Спляшут. Под гармошку. Под гармошку. А есть гармошка? Давайте сюда гармошку. А вы все хлопайте нам. Так. Да не так. Опа! Дома трюком повторил, тещу с лестницы спустил. Опа! Говорит по-русски деду, я купи мне победу, а не купи мне победу, я уйду к другому деду. Ой, молодцы! Сейчас игра. Игра. Смотри, Дедушка, ты еще не устал? Никогда. Итак, кто родился зимой, поднимите руку быстро. Кто родился зимой? Январь, декабрь, февраль. Ой, мальчик, одиночка стоит. Как на дорогу, слышишь? Я не такая, я жду трамвай. Иди сюда скорее. Иди сюда скорее. Иди сюда. О, январь. Иди сюда, Елизавета. Иди скорее туда, туда иди. Туда иди. Декабрь, иди сюда. Ага. О, иди сюда. Кто еще остался? Кто еще поднимал руку? О. Ой. Мальчика. Ну-ка скажи что-нибудь, два слова. Просто ходи. Итак, пожалуйста, песня. Поете? На опушке жила сын мамы в избушке. Она смешки солила в березовой картошке. Она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные, как над реками мосты. Поехали! Потолок ледяной, двери скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Пойдешь за пару всюду иней, а высоком пару синий-синий. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за пару всюду иней, а высоком пару синий-синий. Стоп! Микрофон! Оставайтесь на месте. Кто родился весной? Иди сюда, весна. Весна. Кто родился весной? Кто? Вы иди сюда скорее. Весна. Ой, весна. Ой, смотри, как они все радостные. И все равно денег-то нет. Что ты машешь мне рукой тут? Так, нет, здесь все, да. Так, итак, песню. О. Поют все. Поехали. Наш поезд
родился летом? Поднимайте руку. Сюда, сюда сразу. Кто родился летом? Кто родился летом? Мама, добегайте до елочки добегайте и обратно, и перейдете мяч следующему. Добегаем до елочки, бери мяч, бери. Вот. Добегаем до елочки и обратно передаем. Да, поехали! Быстрее, 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 быстрее! И скорее обратно, обратно! Стоп! Так, стоп! Иди скорее сюда. Все поняли, как передавать, да? Поехали! Начали! Музыку! Ой, вот топтал себе я пятки. Возле елки посижу, возле елки. А вы пока выпивайте. О. Итак, Настоящий мужчина. идите ко мне сюда. Дети, пойдемте к дедушке. Идите сюда. Возле елки посижу, да послушаю. Кто из вас стихи читает? Кто мне песни пропоет? Про меня, про Новый год. Кто будет говорить? Давай. Как тебя зовут? Давай. Рассказывай. Говори, кто ты, откуда ты, Как тебя зовут? Нет, не будешь говорить. А стихи? Майкл Бернандернас. Все понятно. Так, подарки в студию. Где подарки? Так, сейчас. Так, ты что будешь рассказывать? Пожалуйста, рассказывай. Раз мороз краю зимой, доля пушки весной, шел медведь себе домой, теплой шубе меховой. Молодец. Так, иди сюда. Как тебя зовут? А ты с кем пришла? Бабу и дедуля у меня есть брат. Подожди, а где бабу и дедуля? Так, хорошо, ты что нам расскажешь? Подарки в студию! Несем, дедушка, несем. Расскажешь. Давай. Так, первый, вот сюда дайте, пожалуйста. Дедушка, а подарки эксклюзивные, они из Удмуртии. Ой, спасибо большое. О. Иди скорее сюда. Давай. Гуси-гуси, га-га-га. Га-га-га. Ну, и теперь тетя. Нет, целый Молодец какой. Так, как тебя зовут? Ты хотела спеть песню. А возле днем родитель боевов. Ну как сама ночной порой, когда все суток тихо, встречают волга под горой, зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год, попасться в лапы волку? Зайчата бросились куда-то, прыгнули на елку. Они прижали уши, Алиса и мама уши. Дети маленькие зайчата, все на елке и молчат, а мама не волка. Дело было моя, подумала, Молодец, молодец. Из Удмуртии тебе подарок. Так, ой, так, а вот иди сюда скорее. Иди сюда, моя сладкая, иди скорее, иди сюда. Иди, моя сладкая. Иди. Так сюда, на тебе скорее. А подарок возьми, пожалуйста.
Маричка, подарок. Подарок возьми, Алиска. Леся, возьми. Подарок. Это подарочек, Дед Мороз все приготовил. Как тебя зовут? Так, ты что нам расскажешь, Олег? Может, споешь что-нибудь? Да. Станцуем, давайте. Давай. Хорошо. Как тебя зовут? Сонечка. Ой, Сонечка, иди сюда. Ты что нам расскажешь? Пожалуйста. Сказку всей душой поверить, предлагает, призывает Новый год. Тоже тот в нее не верит, если нас под елку ждет. Сказку тайно загадали, все по списку. Господи, все исполнится не знали, все не верит. Новый год ответил я. Будет время танцевать. Смотреть подарки. Друг на другом подать. Дед Мороз сажать нам елку. Пожелает нам добра. Молодец. Молодец какая, молодец. Спасибо. Так, дорогие мои, а сейчас прошу поднять бокалы за уходящий 2019 год. Так, а как они хвостиками вот так делают? Ну, покажите мне. Ой-ой-ой-ой. Света готова там или нет, в конце концов? Так. Итак, взялись. Это наши поросята. Прощального года. Итак, за мизинчик все взялись. В обратную сторону. Так. Опа! 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 Ой, скорее, скорее, скорее. Скорее, Маша, скорее. Опа! Танечка. Отойди, негодяй, испортил мне всю жизнь. Прошу. Опа! О! А вы что сидите? У вас ничего со стола не украдут, не бойтесь, так ничего нет. Иди сюда, скорее. У нас преподаватель танцев сегодня здесь появился. Опа! Катюша, иди сюда скорее. О, пошли! О, поехали! Вот так! Вот так! Ко мне быстро! Оля! Еще! Ой, молодец! А, Танюша, разошлась! Взяли за руки, пошли! Быстрей! Быстрей пошли! Куда пошли? В эту сторону! О, пошли! Пошли быстрее! А ну еще! В обратную! Да?
Нога. 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 Еще нога. Грудь. Ой. Поехали. Ой, молодцы. Нога. Пельмени. Вуаля. Быстрее. Побежали. Хопа. Вы пошли быстрее. Фестиваль. Быстро, 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 быстро. Но мы фестивалем. Пошли. Давай. Поехали. Опа! Пошли, побежали! Ой! Кто-то любит нас, кого-то любим мы. В день по 10 раз бываем влюблены. Ты плачешь у окна и в любовь не верится. Ты хочешь быть с ним, а оно не клеится. Мы все это знаем, мы такое видали. Мы так же, как и ты, любили. Плакать не станем, телефоны отключаем. Мы сегодня гуляем, мы сегодня фестивалем. Давай, народ! Выпить, милая, домик вышивай, поедем, родимая, потом гулять. Милая, курочку себе, а курочка по синичкам похаживает. А курочка по синичкам похаживает. А курочка по синичкам похаживает. Еще что ли? Все, дедушка, Спасибо. все, закончили Спасибо. уже. Спасибо. Дедушка! Ждем пельмени, пельмени я ждем. устала. Где там, вон, где? Где? О, иди сюда. А вилку тут взяла, матушка? А чего мало так? Товарищи, налейте Деду Морозу, а? Дед Мороз! Дед Мороз! По вашему велению! Держите скорее. А со всех сторон. Какой классный Дед Мороз! Давайте дружно ему поаплодируем еще раз самыми громкими овациями! Уважаемый Дедушка Мороз, Иди сюда, встаньте скорее. Вот сюда, вот. я не пью. Мы не пьем. Я только закусываю. Дедушка, ну, как бы, наверное, пора. Пора принять. Где вилка? Дедушка! Дедушка, у нас другая елка! Дорогие уважаемые друзья, кто желает, чтобы все пожелания ваши сбылись, которые еще в этом году не сбылись, быстрее ешьте пельмени. Все получится, все будет хорошо. Дедушка, пойдем, дети нас заждались на другой елке. Дедушка! Дедушка, все, я от тебя ухожу. К другому Деду Морозу. Спасибо. Не-не-не, слушай. Ну все, Дедушка Мороз устал, Снегурочка тем более. Стоять! Дорогие уважаемые гости, давайте
женщина настойчивости. Девочки, не слышно аплодисментов ваших. Желаю вам расти и не скучать. Мам, бабушку пил-то, дай мне, пожалуйста, все золотые, дай сюда. И девушек никогда не убежать. И всегда просить прощения за любые огорчения. Закаляться вам желаю и умнеть, и за целый год ни разу не болеть. Никогда не зазнаваться и от трений избавляться. Ну а в следующем году я снова в гости к вам приду. Желаю всему трудовому народу счастливого, мирного, крысиного Нового года. Желаю каждому из вас, чтобы мечта у всех была. Машка, ты как-то плачешь не так. До новых встреч. До свидания. Дедушка, пойдем? Но перед тем, как уйти, мы хотим вам сказать, дорогие гости, мы приехали не с пустыми руками, не только для детей подарки привезли, но и для взрослых в том числе. Мы привезли вам гостей из Можги, из Удмуртии. Давайте поприветствуем их громкими аплодисментами. И мы передаем им слово. Настроение хорошее. Дорогие уважаемые земляки, нам очень приятно сегодня видеть каждого из вас в этом зале. Добрый предновогодний вечер! Как здорово, что есть такие моменты, когда люди, любящие, уважающие друг друга, могут объединиться и дружно поздравить друг друга с любым праздником и вообще просто сказать. Так вот, и нам, Сережа, сегодня очень приятно находиться здесь. Спасибо большое за приглашение. И, конечно, от всего сердца, от всей души нам хочется выразить свое признание большому замечательному коллективу Московского удмуртского землячества. Давайте дружно еще раз поаплодируем. Вам, дорогие наши, вы настолько дружны, активны, веселы, просто влюбляешься. Сегодня поздравить всю вашу единую дружную команду с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы 2020 год исполнил это вот такой вот маленький сувенир. Уважаемая Любовь Викторовна, примите, пожалуйста,
Вот такой вот сувенир, пусть он напоминает о нашем дуэте. И дай Бог, чтобы мы сегодня с вами подружились навечно. Ура! Дорогие уважаемые друзья, позвольте к вам обратиться так сразу. Я смотрю, вы вроде бы закусываете, пьете, немного так все скромно. Давайте будем дальше отрываться, веселиться, праздником наслаждаться. Поэтому я прошу вас, занимайте, пожалуйста, срочные места и дружно поднимите бокал стоя, пожалуйста, за нашу единую команду, за московское Адмурское землячество стоя и до дна. С праздником вас, дорогие земляки, с наступающим! Oba, ¿quieres con nosotros? Дорогие мои, на самом деле очень хочется попросить каждого из вас улыбнуться сейчас друг другу. Давайте дружно улыбнемся соседу справа, слева. Вы уже поздравили друг друга с наступающим праздником? Поздравили. По удмуртски еще не поздравили. Как у нас удмуртов заведено поздравлять? Нужно обязательно соседа справа обнять, по спинке ему похлопать и 3 раза в щечки почмокать. А теперь обязательно соседа слева нужно также поздравлять. По спинке похлопать, 3 раза почмокать. Куда хотите, туда и чмокайте. Отлично! Дорогие уважаемые земляки, от всего сердца нам хочется пожелать всем вам, конечно же, хорошего, доброго настроения. Ведь не просто говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Правда? За это надо выпить. За хорошее настроение! Обязательно!
не кинеш важини, утряли душу. А ну-ка срочно улыбнулись! Улыбнулись! А теперь дружно поаплодировали нашим самым маленьким друзьям, гостям, детям! Какие молодцы, уважаемые родители! Спасибо вам большой, низкий поклон за то, что вы прививаете вашим детям удмуртскую культуру. Ну, приятно смотреть, как они стараются плясать по гармошку. А молодцы, еще громче, можно? Ну, это еще не все. Праздник наш начинается, поэтому, уважаемые мужчины, которые стоят в кругу, срочно найдите себе пару. Взяли за девушку, за руку девушку взяли. Может, свою, может, чужую. Мне кажется, здесь все свои, правда? Итак, хорошо. Девчонки, кто остался без пары, бегите срочно к столам. Выбирайте мужчин любого. Выводите сюда, а можно просто девчонку-подружку взять за руку. Поднимите ручки пары, пожалуйста. Круга, на которой паре остановится музыка, та пара будет всех земляков поздравлять или же дружно весело плясать. Вот и посмотрим, кто из вас самый быстрый, ловкий, активный. Поднимите еще раз, пожалуйста, пары руки. Парами только поднимите ручку. Внутренние ручки парой, раз. Пара 2, пара 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. За руки не держимся. Итак, начинайте вы. В какие воротики угодно туда и бежите. Помните, да? Под какими воротиками прошли, та берет эстафету, бежит за другими воротиками. Поехали!
еще веселей! Стоп! Это была репетиция. Еще раз стали в кружочек дружно. Хотела чуть попозже усложнить игру. Хотела, чтобы сначала одна пара побегала, да? По одной паре пока. Друг другу передаем эстафету, потом посмотрим, что получится. Еще раз начинаем, давайте с детей начнем. Дети бегут под любые воротики. Проходят, поехали! Стоп! Побежали следующие, вот так.